Хорошо. Я рада приветствовать всех, кто нас смотрит. Да, мы уже облажались по полной программе. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Синдеева Наталья. Я преподаватель химии и биологии в частном центре Сигма, а также в школе Стэнбридж. И я хочу представить свою компаньонку. Это Микуч Татьяна, Гродно, средняя школа 41. Да, и вы можете задать вопрос, каким образом Гродно соединилась с Минском, да? И я отвечу вам на этот вопрос, потому что мы являемся выпускниками школы глобальной гражданственности, и, собственно говоря, Таня выиграла статус сердечка нашей команды. Я как химик понимаю, что если сердечко работает хорошо, то это классно. Вот, и поэтому мы объединились в прекрасную команду. К нам присоединилась еще замечательная творческая личность, это Таня Земляник с города Турово, да, и мы, как принято в Беларуси, да, вот, когда три женщины объединяются, это не может быть плохо, да, и я надеюсь, что это будет классно сегодня. Мы хотели бы показать вам то, что, в общем-то, мы вынесли из этой школы, и ту практику, которая может быть, собственно говоря, использоваться всеми преподавателями, да. Вначале мы подумали, что вот это вот все, оно очень похоже на 10, 11, 9 класс. И тут мне Таня говорит, а чего ты свой 9, 10 класс вот продвигаешь, да, моя начальная школа ничего не хуже, да, и она вкатала этот вариант на своей начальной школе, поэтому я думаю, что все прекрасно, и вы сможете это использовать. Итак, школа гражданственности глобальной, команда выпускников и экологические пазлы. Скажите мне, пожалуйста, у меня есть прекрасная аудитория, вот скажите мне, пожалуйста, слово экология, вообще термин экология, да, он у нас постоянно на слуху. И при этом каждый из нас что-то вкладывает в него свое. Поэтому я бы хотела спросить у вас, вы слышали про экологию, да? А вот что же это такое? У нас есть небольшие команды, уже объединенные. Посоветуйтесь, пожалуйста, и вот из вот этих определений выберите лишнее, да, что не является экологией. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Можете обсуждать, разговаривать, объединяться между собой. Одно только лишнее или несколько? Что здесь лишнее? Что из этого? Из определения, то это второе. Да, из определений наука о взаимодействии живых организмов между собой и их средой обитания. Прекрасно, спасибо, Инна. Что-нибудь еще? Да, методом исключения неверного. Что не касается экологии? Что, наверное, Жилище не касается. Так, ваше мнение наука о жилище. Ага, хорошо, какое мнение еще есть? Так, логос наука. Эко. Все они каким-то образом связаны с экологией, но если надо давать четкое определение, то это будет второе. А все остальные, это мое мнение, как-то вот прямо или косвенно касаются экологии тоже. Итак, спасибо за ваш ответ, это очень здорово. Потому что последний вариант, там непонятно написано. Спасибо, спасибо. Так, и таким образом, то есть поддерживаем и второе, и последнее, правильно я поняла? Да? Все остальное исключаем. Так, может быть, еще что-нибудь подумаете, передумаете, нет? Ну, немножко вот третье как-то перекликается с совокупностью нового поведения, потому что экология это еще о нашем отношении к окружающей среде. Ну, в общем, как бы я не могу поспорить с вами, да? Вот. Хорошо, но на самом деле здесь лишнее как раз утверждение первое и как раз третье. Все остальное касается экологии. Да? И вообще в настоящее время есть очень четкое деление. Мы очень часто используем экологию не по назначению, ну не совсем по назначению, да. Действительно, это наука о жилище. Если переводить дословно, вот теологию этого слова, да, это биологическая наука о взаимодействии, и это наука, которая изучает структуру функционирования систем на организованном уровне. Это верное утверждение, да? Но мы очень часто говорим, плохая экология в городе, плохое там, ну какое-то, не знаю, там про загрязнение в большей степени мы говорим, да? Так вот в настоящее время есть четкое разделение. Экология это связано все-таки с научным подходом, да? А если мы говорим про загрязнение, мы говорим про термин environment. Это то есть окружающая среда. И лучше говорить загрязнение окружающей среды, чем плохая экология. Хотя мы уже к этому привыкли. Отлично, это был наш первый пазл, мы сегодня будем их собирать. Итак,
у нас есть экологические проблемы. Никто не будет это отрицать. Так? Есть не экологические проблемы, ну тоже это довольно-таки объективно и понятно. Вот сейчас задание командам. У вас будет набор определенных понятий. Ваша задача разделить эти проблемы, которые вы получите, на экологические и на неэкологические. Буквально одну минуточку работаем. Может быть, вот так. Да, можете Разложите там. да, можете пользоваться. Так будет проще просто. Да? Сразу воспроизведение. А еще проблема может быть, если Почему? ресурсы, я почти английского, это может быть Какой продукции видов? Нет, мы не знаем просто, что это значит вообще. Это будет сюрприз. Это сюрприз. да, вот как утилизация. Это еще Так, ну что, вы готовы? Ну давайте, да, что получилось. Так, команда, в которой Ника находится, огласите, пожалуйста, что у вас получилось. Группы все закончено. Развивающаяся страна. Команда, в которой работала Ника, пожалуйста, огласите, что у вас получилось. К экологическим проблемам мы отнесли проблемы утилизации мусора, проблемы загрязнения всех сред обитания, проблемы разрушения озонового слоя, проблема вымирания видов и проблема интродукции видов. К проблемам, не связанным с экологией, мы отнесли проблемы войны и мира, проблема голода и проблема народонаселения. Одна карточка у нас еще пока вызывает сомнение. Это проблема исчерпания природных ресурсов. Если это то, что человек эти природные ресурсы как-то неграмотно использует, то это, вероятно, все-таки относится к экологическим проблемам. Либо, ну вот тут у нас еще пока вопрос. Спасибо за ваше мнение, вы классно поработали, правда, вот, здорово очень. Так, команда, в которой находится Инна. Ну, к экологическим проблемам это проблема загрязнения всех сред обитания, проблема разрушения озонового слоя, проблема исчерпания природных ресурсов, утилизации мусора и вымирания видов. Не связаны проблема войны и мира, проблема интродукции видов, проблема голода, проблема народонаселения. Никто ничего поменять не хочет? Ну, лично я бы проблему утилизации мусора отнесла бы к неэкологическим проблемам. Это чисто техническая проблема, если человек не может его утилизировать. Вот, я понимаю, что экология страдает, но это же проблема чисто человека. Это тоже спорный такой вопрос. Но если экология страдает, то это уже экологическая проблема. Ну, Если человек страдает, значит это его проблема. Если экология Нет, страдает... я согласна. Ну вот, наверное, я просто не могу донести эту мысль, Да, которая спасибо. То есть спасибо за ваше мнение, это классно. То есть вы рассуждаете, вы нормально рассуждаете, это так должно быть, все хорошо, вы не можете все знать, это хорошо. Итак, хотите узнать, как на самом деле? Конечно. Да. Все проблемы переносятся в экологические проблемы. Можете это сделать? Таким образом, и проблема голода, и проблема войны и мира, и проблема исчерпания ресурсов, и проблема народонаселения являются экологическими проблемами. Итак, это наш был второй пазл. А теперь задание командам. Вот у вас есть списки экологических проблем. Попросите объяснить, в чем суть этой проблемы, да, другую команду. И выберите две такие проблемы, которые вам не нравятся. Вот которые вы вообще не разбираетесь, почему это так. Может, они... Это называется подложить свою соседу. То есть вот вы бы хотели, чтобы вам объяснили. Мы ничего воспроизвести. Подожди, надо убрать. Да, вы должны им дать задание, чтобы они пытались отнести свои две карты. Вы просто передайте. То есть важно? Да. Немножко возник вопрос. Голода назад. Хорошо, голода, правда. Как мы можем Взять исчерпание.
как мы объясним вам, если... Послушаем, как они ответят, да. Вы просто сделайте предположение. Точнее, это просто ваши мысли, как вам кажется. А позиционирование может Нет, ну это, конечно, нельзя. Решайте нам религию пользоваться информацией. Нет, мне нравится. А у вас точно? Нет, у нас просто в Австралии. Давайте немножко вам на обсуждение, хорошо? Чтобы следить за временем. Вы можете строить предположение, это нормально. Ну вот я знаю, значит, видно новое небо образуется, правильно? Ну все, я думаю, достаточно, вы можете что-то рассказать. Так, та команда, в которой находится Марина, пожалуйста, выбирайте ту проблему, которая вам ближе, и попытайтесь интерпретировать, в чем же ее суть. Что? Да, пожалуйста. Ну, проблема, которая вызвала у нас больше всего сомнений, это проблема интродукции видов. Мы попробовали применить логическое мышление и догадаться, что такое интродукция. И так как интро, я еще подумала, интроверт – это то, что внутри, значит, скорее всего, интродукция видов – это виды, которые не получают распространения, не размножаются и таким образом исчезают. Видимо, это проблема исчезающих и умирающих животных, бездетности, если это касается человека и так далее. Не воспроизведение своего вида. Спасибо большое. А пока ничего не скажу. Хорошо. И команда, в которой находится Валентина. Выберите, пожалуйста, что вы хотели объяснить первым. Интродукция. Мнений. Мы выяснили, что интродукция – это переселение каких-то животных либо видов растений в чуждую им экосистему. Вот. И, например, это когда переселили борщевик к нам, и он начал распространяться, и с ним борются. Потом Кролик, Австралия, крылатский каштан. Каштаны проблема. Да. Ну, собственно говоря, когда вы начали вот это делать, да, я подумала, что, возможно, нужна будет моя помощь. Но, Валентина, дайте мне 5. Интродукция видов действительно это введение видов в не ту экосистему, где этот вид, в общем-то, естественно представлен. И с борщевиком просто прекрасный пример. Молодец. Вы команда. Но команда прекрасна. Так, хорошо. Команда, в которой Надежда, пожалуйста, попытайтесь интерпретировать свою проблему, которую вам подбросила другая команда. Проблема войны и мира. Значит, как возникает эта проблема? Проблема войны – это очень серьезная проблема. Гонка вооружений – это различные виды оружия, которые нарушают окружающую среду, в частности, атомное оружие, бактериологическое оружие, которое влияет не только на человека, то есть на генетическом уровне, но и на животных, то есть это экологическая проблема. Хорошо, спасибо большое. Команда, в которой Олеся, вас устроила ответ? Ну, то есть вам понравился? Конечно. А почему Олеся спросили? Мы команда. Я поддержала. Не получится что-то из этого хорошего. Так, спасибо вам за ответ. Вы были правы. Сейчас такое оружие, которое может уничтожить не только отдельно какую-то экосистему, это оружие может уничтожить весь земной шар. Поэтому действительно это экологическая проблема, на самом деле. Когда человек бегал с копьем, он не был экологической проблемой, да, сам по себе. И проблема войны и мира тогда не была экологической проблемой. А вот сейчас это действительно экологическая проблема. Хорошо, спасибо вам за ответ. Было классно. Так, ну и ваша последняя. Проблема исчерпания природных ресурсов. Ну, вначале это был такой спорный вариант, не знаю, вести экологию, но оказывается, что природные ресурсы – это не только ископаемые, как мы привыкли все знать, это минеральные природные ресурсы,
Но это также и биологически туда входят и леса, и животные, и растения. Поэтому мы знаем, что если, например, вырубаются леса, то, соответственно, вымирают виды животных. А вымирают виды животных одни, значит, вымирают другие, которые ими питаются. Ну и, соответственно, эта цепочка ведет к таким глобальным проблемам. Да. Вы прекрасно работаете. Нечего добавить. Так, прекрасно. Это был пазл номер 2. Что же мы будем делать дальше? Итак, сейчас каждая команда получает ситуацию. Ваша задача, зная о том, какие экологические проблемы уже существуют, попытаться найти какую-то из экологических проблем вот в перечисленной ситуации. Буквально минуточка вам на работу для того, чтобы вы могли обсудить и поговорить. Наша задача финансировать наличие обратной страницы на экологичном общественном подчинении. Повторяю, вы должны увидеть экологическую проблему. Вы уже знаете, какие есть. Ну, кое-кому гуглом пользоваться нельзя вообще. Нет. Да, поэтому они молодцы были. Не только поэтому. Конечно. Попробуйте сами интерпретировать. Да, то есть здесь Проблем, нужно... которые мы видим. Да, да, вот у вас был список, вот вы должны как-то быть практически... Да, можете... А можно назад посмотреть? Мы же должны назвать одну из тех изменений. Да, именно. Спасибо. Да, наши команды очень так активно обсуждают этот вопрос. Наверное, заканчиваем, потому что время поджимает. Да. Ну, в общем-то, генерируйте какую-то идею, я думаю, что это будет здорово. Итак, команда, в которой Марина. Зачитайте, пожалуйста, вашу ситуацию и попытайтесь ее интерпретировать. А вы можете сюда? Вас лучше видно. А теперь мы экологи. Период цветения в городе. Уважаемая команда. Команда А теперь на экологии. Период цветения лип в городе на аллеях можно иногда наблюдать множество мертвых шмелей. Предположите, что могло стать причиной такого явления и можно ли связать это с какой-то экологической проблемой. Какой? Ответ аргументируется. Возможно, проблема загрязнения всех вид обитания, возможно, средств, а возможно, интродукция видов, про которые мы говорили, возможно. Мы еще написали проблему вымирания видов, но это скорее следствие. Раз они уже мертвые опасны. Хорошо, спасибо за ваш ответ. Хочу немножко пояснить про эту ситуацию. Эта ситуация была взята из блога очень интересного человека Ольги Астраханцевой. Биологам просто рекомендую познакомиться. Она лично мне давала разрешение использовать эту информацию на мастер-классе. Вот. И, в общем-то, хотите узнать ответ? Да, очень хочется узнать, но вот логическую цепочку, вы скажите, верно, неверно, и мне будет интересно узнать. Я заметила, что в определенный год меньше, в определенный год больше капает вот вещество слив во время цветения. Вполне возможно, мое предположение, шмели-то они летают над цветами пахучими, и скорее всего попадают какие-то вещества, которые дерево выбрасывает из себя, сбрасывает, и это попадает на шмелей, оно для них является ядом. Интересно. Вообще, то есть идея очень интересна. Или это чисто теоретически, почему бы и нет. Но дело в другом. Здесь скрыта была проблема интродукции видов.
Оказывается, есть разные виды лип, их очень много. И наша вот аборигенная липа, мелколистная липа, она очень всем привычна. Но в силу того, что более эстетично выглядит липа серебристая, у которой опушение на листочках, обратите внимание, у них более крупные цветочки, более такие ярко выраженные орешки, когда опыление происходит. Вот. И таких лип в городе становится довольно много, потому что и кроны красивее, и как бы форма дерева довольно эстетична. Но здесь есть определенный подвох. Оказывается, эта липа в нектаре вырабатывает не тот сахар, который способен воспринимать шмель. Там находится сахар мамоза, и шмели просто не могут его усваивать, поэтому, кушая нектар, они умирают от голода. То есть вот продукция видов, вот она таким образом, в общем-то, интересно. Хорошо, Шамана, прочитайте вашу ситуацию. С места можно? Можете сюда, может быть, Такие звезды. В последнее время достаточно популярным источником возобновляемой энергии в развитых странах является солнечная энергия. На крышах домов мы можем видеть солнечные батареи, которые используются для нагрева воды и производства энергии для бытовых нужд. Есть даже целые поля солнечных батарей, а в некоторых странах строится все больше заводов по их производству. Как известно, в мире работает закон единства и борьбы противоположностей. Аргументируйте наличие обратной стороны столь экологичного способа получения энергии. Все очень здорово, все очень хорошо, но мы считаем, что возникнет проблема народонаселения, потому что солнышко есть не везде, не во всех странах, не во всех. Солнечная энергия распределяется неравномерно по планете. Да, вот спасибо. Соответственно, люди, когда мы перейдем на такой вид энергии, естественно, потянутся туда, где больше солнца, и возникнет проблема народонаселения. Дальше, в связи с тем, что строится все больше заводов по их производству, проблема загрязнения всех сред обитания, потому что заводы, пока производят эти самые батареи, они выбрасывают много всяких разных нехороших веществ в окружающую среду. Ну, соответственно, проблема разрушения озонового слоя. Ну и плюс, если целые поля батареи, то есть эти батареи куда-то нужно устанавливать. Поле, соответственно, здесь либо мы растения, им жить негде, либо это животные, которые там, мышки всякие полевые. Нарушается уже существующая экосистема. Спасибо большое за ответ, но я бы сказала, что два аспекта вы точно уловили. Молодцы, классно. Спасибо большое. На самом деле, да, то есть солнечная энергия – это возобновляемый тип энергии, это все замечательно, хорошо, это экологично, и Европа переходит постепенно. Да? То есть, когда вы выезжаете за границу, вы видите, да, целая поля вот этих батарей. Даже у нас в Беларуси уже это есть, вот, если понаблюдать, есть высоко тоже. Так вот, в чем же тут подвох? Оказывается, действительно, столь экологичный способ получения энергии, он чреват тем, что производство это довольно-таки вредно. Там используются такие вещества, которые очень токсичны. Это соли кадмия, это соединение галлия, ну там ряд вообще таких несвойственных, собственно, нашим экосистемам. То есть достаются такие элементы, которые необычны для наших экосистем. Вот. И, как правило, вся Европа не делает батареи у себя. Она их получает от каких-то третьих стран, и заводы строятся именно там. Ну и то, что, например, рядом с Минском есть такой индустриальный центр, который называется Великий Камень, и в границах этого индустриального центра уже построен завод по производству тонкопленочных солнечных батарей, в общем-то, говорит о том, какого уровня наша страна. То есть, так. Вот. Хорошо, вы были очень правы в том, что если поля заполняются вот этими батареями, то, что там росло, и то, что там жило, оно, скорее всего, не будет там жить. Да? Плюс ко всему, вот очень интересный момент, если поля большие, то происходит неравномерное прогревание поверхности, и это даже влияет на климат, то есть даже поток ветров может меняться. Да? То есть не совсем обычно для того, что... А как это повлияет потом на те экосистемы, которые находятся вокруг, это никому не известно. Поэтому вот такая вот интересная проблема. Спасибо за вашу работу, вы очень классная. И вообще, вы такие выдаете мысли, что просто, скажем, я бы такое не додумалась. Это классно, это здорово, потому что вы креатив. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот такой небольшой момент. А вот мы с вами проделали парочку заданий, да? А теперь попытайтесь меня отзеркалить, какие у вас чувства были. То есть вот с какими эмоциями вы это делали? То есть вот вы там сделали по проблемам, вы сделали вот по таким проблемам задания. Вот какие вы испытали эмоции? Что заставили задуматься, потому что это факты,
с которыми не сталкивался и никогда их не связывал. Спасибо, может быть, еще? Николай? Ну, это интерес, это как те интеллектуальные игры, которые я очень люблю. Да, классно. Спасибо, ваша команда. Радость познания каких-то новых экологических знаний, фактов. Валентина тоже эндорфины получает, когда мы школе. Это здорово. Так, может, кто-то еще Да, задался? еще возможность задуматься, а что могу делать я конкретно для того, чтобы изменить эту ситуацию, и как-то эти проблемы, то есть как я могу включиться в их разрешение. То есть вот такой личностный уже посыл идет. Может, Татьяна что-нибудь скажет? Вот свое впечатление. Нет, ну я, честно говоря, вот сколько мы разговаривали, да, насчет этих ситуаций, сами тоже удивлялись, когда вот что-то находили, еще Наташа подбрасывала. Но вы выдаете еще больше предположений, и это заставляет задуматься о том, что все экологические проблемы, они лежат под слоем каких-то других проблем. И все, что нас окружает, наверное, и здесь, и внешне, это все экология. Спасибо большое. Ну вот, например, лично мое впечатление, да, то есть мне было интересно, то есть это было немножко такое, вот, мы привыкли как бы вот сканировать что-то верхнее, да, то есть, ну, прочитал, окей, все нормально, а вот, скажем так, что зачем-то очевидным стоит неочевидное, да, и это цепляет, да, то есть вот даже я вроде бы как бы, ну, я в этом разбираюсь, то есть, в общем-то, я с хорошим образованием, с опытом человек, да, то есть я себя люблю, вот, но тем не менее у меня был какой-то вот потенциал к росту, да, то есть я могла что-то тоже для себя узнать. Спасибо большое. Так, хорошо, какие, скажите мне, пожалуйста, вы можете сделать выводы, то есть вот как действия какие-то, может быть, концепция какая-то, исходя из ваших чувств, может быть, какой-то совет у вас появился? Отношение к чему? Ну, вообще, то есть вот вы испытали какие-то чувства, связанные с получением новой информации в области экологии, да? А может быть, у вас какие-то есть позывы к действию какому-то? То есть, может быть, вы какие-то выводы для себя сделали? Хочется прочитать каким-то образом своим детям, скорее, практику уже точно завтра узнаю. Ну вот, Да. Обратиться в центр экологии, обратиться, там побольше пообщаться с людьми. Углубить свои знания. То есть как-то узнать побольше. То есть зацепило, да? И это вас как-то Цепляет, да. Ну, то есть вы же понимаете, что мы разрабатываем для детей, да? То есть если цепляет вас, то я уверена, что Мы их зацепим. да, что, в общем-то, это не будет просто равнодушно. Мы даже толчок. Да, мы даже толчок. Так, это был очередной пазл из нашей общей картинки, да? Так вот, еще хотелось бы вас спросить, скажите, пожалуйста, вот из тех ситуаций, про которые вот вы прочитали, которые вы разбирали, вообще вот из экологических проблем, что вам кажется наиболее таким, ну вот известным? Вот все вот говорят, экологическая проблема, и чаще всего так, это вот это. Вот как вам кажется, что это такое? Загрязнение окружающей среды. Это проблемы чаще всего, которые мы несем детям, которые при всех на слуху и на виду. Ну что они Загрязнение атмосферы. Там машины вредно, заводы вредно, без лесника. Ну вот как сделать, чтобы это было экологично, приятно, дешево и в то же время не вредило природе. Хочется и сохранить, и получить в то же время дешево и бесплатно желательно. Спасибо. Классно, да? Прихожу в шикарный завод и говорю, ребята, ваша экология вообще ни к черту. Вы делаете это плохо, и вообще, когда я прохожу мимо вашего завода, там воняет просто. Вы сделайте с ним что-нибудь, да? И мне такие говорят, До свидания. да. Вот какая проблема, вот, на которую мы можем? Вот, Самое элементарное на бытовом, да. да, спасибо большое. Ну, а теперь я передаю вот пульт управления Татьяне. Хорошо. Ты так. Ой, что же подсказывает? Итак, здесь у нас... поверните, пожалуйста. Так, главное, что не завалился. Спасибо. Вот здесь какие-то генераторы. Да. Предлагаем быстренько, да. Очень быстренько. Ну, прикинуть, что за какое время утилизируется. Ну да, а нам туда? Да, можете приклеивать. Вы же подходите, клейте куда угодно. Да, подходите, клейте. Да, быстренько, буквально. Вы взяли и как здесь двухсторонний скотч, поэтому все двухсторонний скотч
чем умеют пользоваться. Можете так примерно раздвинуть, а можно клеить, ходите, это ваше выбор. Ошибки это классно. Я прошу уточнить. Вы 200 или 400? 400. Давайте, может быть, я буду лучше писать, хорошо? Предположение одной команды буду писать синим, второй красным. А может быть, батарейки вообще Маленькая подсказка, в одни временные рамки может несколько. Только нам скотчем Так, ну что? Нет, подождите, там А еще мало не стало чем-то бумажкой. Я не Вы предполагаете, я просто ваши ответы буду у меня прекрасно получаться. И наклеивать. Что? Смотрите. Мне даже мама меньше встречи. У вас меньше получилось. У нас 9. Тогда помогайте. Помогайте. Наверное, быстрее. Мы вот так вот расположили. Наверное, часть ваших наших пошла. Присядьте, потому что нам Ой, простите. Ну да, вот видите, у них есть туалетная бумага, и она первая, да, потом бумага. Да, наша часть здесь. А вы скидываете? Нет, ну тут все равно больше. Но это газеты пойдут перед журналами. Конечно, они будут. Ну давайте Картонная коробка. Хорошо? Ну что, смотри, если Ну вот мы как бы в такой последовательности. потом газеты, картонная коробка и журналы, да? Батарейки из Спички с опрыском. Я вообще считаю, Ну давайте, как уже получится. Батарейки, они очень долго Ну, в любом случае, Да, еще можно Да, несколько. ну, быстрее сейчас. Он вообще не если А вообще я тоже его Через 600 лет что? А если практически... это все ставить. газеты, на 24 где один примес. И вот это Ну что, вспоминаем бабушки. Сколько ж там надо? Что газеты держали? Нет, сюда нет. 2 дня однозначно нет. А туда сюда, да? Газеты. Может, даже до 5 месяцев. Более 1000 лет. Газета за 3 месяца. Подождем, смой это все. Ну, хорошо. Нет, я думала, может быть, даже... Нет, газеты
Нет, вот сюда. 1,3 месяца, 1,5 месяцев. Вот сюда. Ну, вот если из молока, из-под молока, они же 450 фотографии. Консервные банки 80 больше. Там все приклеено. Подгузники 200 лет. Подгузники будут. что-нибудь где-нибудь вообще Нет, у нас дольше не разложили. Алюминиевые банки есть? Там, где консервные, мне кажется, Очень долго. Если последние. Они что, специально раствором, да? 14 месяцев. Они Или 5 месяцев. 5? Подожди, от 3, подожди, от 5 это от 3 до 14. Все, давайте проверять. Ну что, Итак, значит, что действительно разлагается за 1000 лет, это стекло. Оно действительно очень долго разлагается. Дальше, за 600 лет разлагается рыболовная леска. За 400-450 лет разлагаются батарейки. Да, они были. Просто их положили на 1000 лет. Так, туалетная бумага разлагается за 2-4 дня. Это все правильно. Значит, огрызки, спички 1-3 месяца. 1-5 месяцев это газеты, картонные коробки. 3-14 месяцев доски, а вот 1-5 лет крашеные доски. Значит, да, 200 лет разлагаются подгузники. Вот для меня лично, когда я нашла эту пирамиду в интернете, к сожалению, просто не знаю автора, потому что нашла уже очень давно и была просто поражена. Вот это больше всего и поразило. Дальше 80 лет разлагаются консервные банки, 15 лет разлагаются фотографии. То есть все разлагается достаточно долго. Именно поэтому утилизация мусора – это одна из основных проблем. И вот сейчас идет кампания по разделению мусора. И я считаю, что это это то, что мы на бытовом уровне можем сделать каждый. То есть это то, что зависит от меня лично. Поэтому судьба планеты зависит от каждого из нас. А скажите, пожалуйста, а хлопковые веревки, какой срок разложения? Так, хлопковые веревки, они разлагаются 1-5 месяцев. Это имеется в виду веревки или нитки? Веревки. Ну, они из ниток, да. Ну, плотные. Обычно веревки, когда. Как-то маловато. Ну, я просто уже, чтобы немножечко, потому что время поджимает. У нас окурки вызвали. Огурки 1-5 месяцев, они долго разлагаются. Там находится... Я думала, что дольше. Ну вот 1,5 мы попали туда в Да. Спасибо вам за работу. Может быть, скажете, какие у вас чувства возникли, когда вы это сделали? Страшно стало. На одном уровне происходит наше самосознание и разделение мусора. Но дальше что происходит? Что делает наше государство для того, чтобы утилизировать? От нас, получается, не так много зависит. Да? Мы свое дело можем экологическое воспитание нести, расставлять контейнеры, но дальше будет ли переработан этот мусор? Спасибо. Я думаю, что если людей адекватных в экологическом плане будет с каждым разом все больше, наверное, просто государству даже придется этим заниматься. Скажем так. Ведь есть инициативы, которые идут сверху, а есть инициативы, которые идут снизу. И, как правило, если инициатива идет снизу, мне кажется, что она более действенна, чем та, которая навязываема. Нет? Я не права? Ну, вопрос спорный, да?
Вот стоят у нас контейнеры возле дома. Пускай мы там металл отдельно, стекло, может кто-то не бросать, но пластик, который там через верх вываливается, этот контейнер забивается за 1-2 дня. А потом уже бросать некуда. Машина не приезжает, ничего не вывозит. И что дальше? Я согласна, вот с пластиком это отдельная Потому тема. что это объем. Да, отдельная тема, и, как говорила вчера Маша, он бывает разный. Он один перерабатывается за одно время, другой идет во вторичное использование, а третий, извините, он даже когда мы его держим, он уже что-то влияет на наше здоровье. Смотрите, даже вот эта инициатива, которая там «Собери крышечки добра», да? Посмотрите, сколько людей приносят эти крышки. Сразу стояли это небольшие коробки в магазинах, а теперь какие здоровые контейнеры с рост человека. Теперь ребенка мы его тоже собираем. Теперь ребенок что-то туда высыпал, это удовольствие ему приносит. Надо его поднять хорошенько, чтобы он смог высыпать в эту коробку. Вот, поэтому я думаю, что экологическое воспитание работает. И люди у нас более осознанно к этому вопросу подходят, чем государство успевает это обработать. И поэтому, если мы будем образовывать больше, рано или поздно эти люди придут куда-то, где они будут принимать решения, возможно, это что-то изменится. Можно я скажу, мне пришлось раздельный сбор мусора делать вынужденно, когда я не так давно переехала из города на хутор, даже не в деревню, то есть там, где не собирают мусор. И поэтому у меня вынужденно произошло распределение вот этого сбора мусора. Все, что можно вытопить в печке, мы собираем туда, где печка. Это все бумага, там дерево и так далее, ну и бумажная продукция, да. Если это пищеотходы, значит, это мы можем прям там в природу, там в поле леса выбросить, если это пищеотходы, ну именно пищеотходы без упаковки, например. Если это то, что можно нести в город, и там, ну, какой-то пластик мы сдаем в школу, например, остальное мы везем в город и там выбрасываем мусор. То есть нам просто пришлось сделать такое разделение, которое удобно не только нам. Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Ну хорошо, вот раз мы затронули вопрос о разделении мусора, да, вы предполагаете, что есть какой-то принцип, правильно? Поэтому я вам хочу дать маленькое практическое задание. Возьмите, пожалуйста, вот эти вот штучки, которые вам всем известны, и найдите, пожалуйста, в них что-нибудь, что связано с экологическим материалом. Вот, треугольнички не написано. Связано с экологическим. Маркировкой. Да. Где? Нам посмотрите, правда, или человек, что делать? Допустим, там для пищевых продуктов, еще что-то. Я не знаю. Что упаковочные? Нет, это не пищевые. Здесь все упаковочные просто. Так, кто-нибудь нашел просто экологическое обозначение? Да, Да, что это? Есть? Вид пластика указан. Что это за значок? Нуждается или не нуждается в переработке? Треугольничек. Да, треугольничек с каким-то числом либо какой-то надписью. Совершенно верно. Вот примерно такое. Да. Так, теперь следующий этап. Если вы нашли какое-то числовое обозначение, вы можете найти расшифровку этого числового обозначения. Да, прекрасно. Ой, у меня есть Ваша задача найти и прочитать то, что, какую информацию доносит этот вот знак. Баллончики поднимаются вверх. И можно ждать переработку. Ну что, Да, выделите тот, который значок ваш. Может, он 21? 21. А вот где-то А где это взять? Это можно взять в интернете, не специально. Да. То есть все это на интернете. А как правильно этот значок называется? Это значок утилизации, а как он правильно называется? Как его в интернете искать? Так и называется. Маркировка для утилизации. Маркировка для разделения.
Так, хорошо, нашли? Да. Прочитали? Да. Так, а теперь ваша задача встретиться с минимум 3 людьми в аудитории и рассказать про то, какую маркировку вы взяли, что вам попало и что вы про нее, в общем-то, знаете. Так, время пошло. Что я знаю? Комбинированные композитные материалы, пластик плюс жесть. И вот эти раз, два. Можно Потом, задавать? смотрите, вот это же, наверное, тоже без добавления материала, как раз это не относится, скажем, это не относится. Нам надо Что они означают? Сдавайте жесть. Не сдавайте пластик. Который заводится очень сложно, вследствие Можно тоже в переработку. Лучше сдавать. Это получится не время разбивать стекло. Не вы должна? Ну вот и видите, и мы задумались. Нужно эту этикетку открыть, Да, отмыть. Да, просто видите, написано, что делали такой как эксперимент, собирали тару на собственном заводе «Балтика», мыла ее, проверяла на целостность, затем разливала заново свои напитки, но практически прекратили это делать в связи с экономической ситуацией. А в Беларуси у нас есть мусороперерабатывающие заводы, у нас в Минске тоже открытый. За Могилевском. Да. Тут просто они все это могут переработать в Беларуси. Там просто Батарейки у нас не перерабатывают. все цифры. Ну вот, написано, других примеров в России, наоборот, стеклянных бутылок в промышленном масштабе практически нет. Только вот такой вариант. А теперь вспомните, что стали применять стекло только битое. Да. У меня папа, когда приходит на гараж, там, когда уже чистку производят, Да. Спасибо вам большое. Так, Давайте я соберу, чтобы вам не мешало. итак, в общем-то, расправились с этой работой. Теперь, я полагаю, вы точно будете знать, точно будете знать, где искать экологические значки, да, ну, хотя бы примерно представлять, что они означают, да. Ну, для меня, например, было очень интересно, когда я готовилась к этому мероприятию, то, что визуально одинаковые баночки, можно я тоже возьму, просто, чтобы видели все, да, ну, то есть вот, казалось бы, да, совершенно одинаково выглядящие упаковки, да, на самом деле маркированы совершенно разными значками. И, соответственно, утилизируются они по-разному. То есть это довольно удивительно, да. Я думаю, что многие люди не будут задумываться, ну, выглядит же одинаково, почему? Хорошо, спасибо вам большое. Ну, а теперь небольшое практическое задание для вас. Вы же все преподаватели, да? Да. Вот, и мы несем с вами доброе, правильное в окружающий мир, да? Поэтому мне нужно, чтобы вы сейчас поработали мозговым штурмом. Попытались сделать такую интересную штуку, да, которая касается экологических проблем, ну, в том числе там, того же самого мусора. Вот что вы как преподаватели можете такое предложить интересное, да, для того, чтобы, в общем, экология у нас стала трендом, для того, чтобы это было модно, для того, чтобы это было правильно, для того, чтобы это было востребовано. Можете обсудить в группах быстренько, то есть какие у вас идеи есть? Можно уже сейчас сказать? Да, можно. Вот я как учитель английского и занимаюсь сама экологией, сортирую мусор. И я стараюсь экологические знания продвигать среди своих ребят. И чтобы совместить это с английским языком, мы нашли 2 такие международные акции, как Annual Tree Planting Day. Можете написать? Да, напишите. Просто с английским, конечно, не все. Да, вы не можете найти и организовать. Annual Tree Planting Day. Это когда мы собираем, например, дети собирают деньги, мы закупаем деревья и сажаем их во дворе школы торжественно с вручением там, диплома. Да. Еще одна акция происходит ежегодно осенью, в сентябре, в конце сентября. Это World Cleanup Day. Дети не очень любят субботники
городские, когда их заставляют территорию убирать, а тут такая международная акция World Cleanup Day, когда мы идем убирать историческую территорию нашей сельской местности, это Прилуки, там где дворец, озеро. Вот, дети с удовольствием собирают эти мешки, мы идем это все убираем, делаем фотографии и тоже вручаем дипломы. Детям это очень нравится. И мы также эту информацию выкладываем на сайт, который курирует весь этот процесс, и ведется подсчет на сайте, сколько миллионов человек приняло в этой акции участие. И дети чувствуют свою сопричастность с таким глобальным движением, а не то, что какой-то там субботник. Понимаете? Спасибо, здорово. Как ты назовешь? Да. Спасибо. Еще какие-нибудь инициативы? Что может каждый, возможно? Спасибо, Валентина. Это было здорово. Изучить самим и транслировать это детям. У нас есть инструменты, классные часы, родительские собрания, просто беседы, там, соседи, личный пример. Да, личный пример, правильно. Татьяна, записывайте. Сейчас. Я напишу внеклассных мероприятиях. Да. Сокращу, чтобы уже... Так, личный пример. Так, еще. Исследовательские работы. Так, кстати, я не знаю, насколько это как бы уместно, но, допустим, тот же самый огрызок положить и просто понаблюдать. А почему нет? Да? То есть через какое время с ним пакет В рамках исследования девочка, она участвовала в конкурсе, 3 класс, о вреде пакетов, она говорила. И в ходе этой работы ее семья, бабушка, мама сшили эко-сумки вместо пакетов для детей этого класса. И они использовали эти совершенно маленькая идея, но она переросла в довольно большое дело. Исследовательская работа, а затем перерастает в практику. Междисциплинарный подход на уроках, то есть именно вот экология, делать акцент на каких-то экологических, там, допустим, на русском можно какие-то тексты про экологию использовать, на физике это вообще можно со всех сторон визуализация проблем. Даже, Татьяна, спасибо. Вот мне кажется, что в этой ситуации в классике можно найти какие-то экологические проблемы. То есть непосредственно работать вот на уроке. Есть еще для маленьких детей можно игры создавать, связанные с экологическими проблемами, потому что они играют и одновременно могут быть. У нас есть центр экологических инициатив, которые, в общем-то, тоже это продвигают, эту идею игр экологических. Причем в прошлом году была в лагере в «Лидер», где-то в колледжах, они проводили с ними экологическое воспитание по подготовке тьюторов. То есть 2 недели их натаскивали на разные игры, на интересные факты, и они вот должны нести это в массы, рассказывать и обучать детей, чтобы они видели данную проблему. Когда мы с ней завели разговор о мусоре, да, я говорю, вот приехала машина, сыпала все вместе, у нее уже были заготовлены шаблоны ответов, она уже знает, как ответить на эти все вопросы. То есть, не проходит это бесследно, что кто-то может задать вопрос, а они уже знают, как дать ответ, как объяснить это грамотно. И они неравнодушны. То есть, если проговаривать, со своим ребенком мы приезжаем на дачу, там тоже лесо такая полоса есть небольшая, у нас есть друзья постарше, и вот мы ходим гуляем по лесу с пакетом. Вот собираем что-то там, и мы это очень здорово объясняем, им очень нравится. То есть даже соревновательный какой-то эффект, кто сколько там каких-то там очистков или там бутылок каких-то пластиковых нашли, да? Хорошо, может быть еще что-то? Я запишу себе. Я когда-то проводила занятия для учителей по экологии и задала такой вопрос: скажите, как может быть связано то, что дети оставляют, просто не убирают за собой мусор в классе, как это может влиять на экологию? И некоторые задумались, может быть, кто-то из вас знает ответ. Привычка. Да, привычка не убирать за собой мусор. Если они не убирают за собой мусор здесь, в школьном кабинете, в школе, привыкли что-то бросать, и мы, как учителя, не акцентируем на это внимание, то эта привычка выходит за рамки школы, и они дальше едут в лес и продолжают делать то же самое. То есть поступок – это привычка
привычка, есть характер. Такая мелочь, да, как нам, учителям, обратить внимание на то, чтобы был порядок на рабочих местах и порядок в кабинетах, это уже маленький шаг к тому, что они могут быть потом приучены к тому, чтобы убирать за собой. Здорово. Прекрасно. Видите, мы сами можем это делать. Наша задача только дать толчок. Да. И пойдут круги, как по воде. Я хотела еще добавить, в некоторых южных странах курортных есть такая фишка интересная. Пляжи очень часто загрязняются, и вот при пляжное кафе они делают такую акцию. То есть если ты собираешь пакет мусора на пляже, приносишь там урну, выбрасываешь, они дают бесплатный напиток этим людям. Вот. Почему бы и нет, да? На Западе я знаю, что есть такая инициатива, когда люди участвуют в четкой сортировке мусора и сдают это правильно, им делают послабление финансовое в оплате жилищного коммунального хозяйства. Да, вот эта акция тоже в Европе, стаканчик кофе, либо бумажный, либо если ты не хочешь из бумаги, а стеклянный, значит в другом кафе ты можешь его тоже обменять на новую порцию кофе. И еще как пример, я знаю, в гостиницах некоторых стран есть, естественно, крутые гостиницы, и каждый день там меняется постельное белье и полотенце. В некоторых гостиницах ставят такие объявления, записочки, где написано, что если у вас нет необходимости сдать это белье в стирку, дайте нам об этом знать. То есть если вы хотите, чтобы мы ваше белье заменили, вы просто скиньте его там, например, на пол. Да? Если нет, тогда просто оставьте как есть, и мы его не будем трогать. Понятно, что это тоже делается только с целью экономии. Ну, экономия, потому что порошок, вода и все остальное, это очень все Это нас. Да, спасибо вам большое за ваши идеи, это очень здорово. А я хотела вам тоже небольшую свою идею подбросить. Как вы думаете, а нам может помочь реклама? Формирование экологического? Конечно. Да. Социальная реклама, есть идея. Так. Я сейчас быстренько покажу. Значит, рекламу знают все, посыл тоже знают все. И вот социальная реклама, как она может работать. Как правило, она не коммерческая. Ну вот несколько примеров социальной рекламы, она может быть на любую тему. Вот несколько примеров про травматизм детей. Это реклама чешских компаний, вот рекламных, довольно давно уже, то есть известная такая. Вот тоже про безопасность. Но теперь немножко ближе к экологии. Вот это тоже социальная реклама. Да. Вот, это тоже социальная реклама. Видите, она бывает более корректной, более грубой, но она привлекает внимание. Мне кажется, что в какой-то момент она тоже может подействовать. Да? Вот. Ну и я бы хотела предложить вам в качестве домашнего задания, да, может быть, вы это сделаете с детьми, создать свой продукт социальной рекламы, да, как это вот работает. Да? А в качестве, не знаю, примера ли, да, то есть вот то, что делали мы с нашими ребятами. Да. Татьяна, можно ролик? Да. Вот тот ролик, который снимали наши ребята, вот он тоже объездил очень долго и много где. Я очень долго работала с подростками, и вот они, в общем-то, я очень благодарна, потому что это уже взрослые люди, это снимала 10 лет назад. Идет? Нет. Нет? Сейчас, подождите. Сейчас мы Женю попросим. Так, ну хорошо, ролик сейчас загрузится, а пока вы просто подумайте, да, вот мы вам предложили множество пазлов. Какой у вас сложился пазл, скажи нам? Да, вот пока вот я вроде бы открыла его. Не транслируется. То есть что у вас Ага. свое? Сначала. Да, нормально. Это ты. Ты ненавидишь людей. Считаешь, что они ничтожны, недостойны жизни на этой планете. Но их поступки гадки, и они только загрязняют и убивают землю. Сама ты не замечаешь, что
что порой творишь. А что ты сделала для того, чтобы сохранить Землю? Анжелика Дорофеева. Спасибо ей большое, она работает в Москве, состоявшийся человек, а я пользуюсь ее продуктом. Она сделала маленькое добро. Ну и может быть еще один ролик по заключению. Да, да, и еще один ролик тоже ваших всех, 2009 год. Взрослые люди, закончившие меня, сработающие. Ну вот, я пользуюсь ее работой. Спасибо ей большое. 2009 год. Смотрите, видео. Давайте протянем руки к добру. Да, невидимое становится видимым. То, что мы посеяли, оно рано или поздно растет. Ну, я думаю, что это не мы в ответе за всех, кого приручили. И мы, учителя, наверное, те ручки, которые затем разносят все то доброе, все то доброе всем остальным. И это наша великая миссия, поэтому я желаю всем учителям нести эту миссию людям. И спасибо нашей школе глобальной гражданственности за то, что, наверное, изменила нас. Поэтому все не просто так. Потому что с маленького «я» начинается большое «вы». Одно слово можно. Девочки, спасибо вам большое. Вы подняли очень важную тему. Тема, которая касается не просто государства, а каждого человека в этом государстве, каждой единицы. И мы, как учителя, мне кажется, миссия наша нести это в школу, конкретно к себе на уроке. Поэтому спасибо большое. Это действительно очень актуально и касается каждого из нас. Спасибо.